Служащий возрождению святынь, главе Абхазской православной церкви отцу Виссариону исполнилось 75 лет. После длительного перерыва заседания суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года возобновились. Акация бьет точно по противнику. Военнослужащие артиллерийских подразделений военной базы ЮВО в Абхазии выполнили упражнения боевых стрельб на полигоне Цабал. Главе Абхазской православной церкви иерею Виссариону сегодня исполнилось 75 лет. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил Виссариона Аплия с юбилеем. В поздравительном адресе главы государства, в частности, говорится: решение посвятить свою жизнь служению Богу требует высокой духовности, самоотверженности. Своим внимательным отношением к людям, милосердием и неустанными молитвами вы являете пример верности своему призванию и искренней любви к народу. Ваши усилия, направленные на поднятие духа народа во время Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, а также на укрепление Абхазской православной церкви в послевоенный период, заслуживают самого глубокого уважения. В этот знаменательный день от всей души желаю вам долгих лет жизни, всесильной помощи Божией в вашем служении, благополучия и мира. Многое лета специально для отца Виссариона 15 февраля исполнил хор Каманского монастыря. Подпевали все прихожане. А еще в день своего рождения батюшка Виссарион нашел время, чтобы пообщаться с нашей съемочной группой. Конечно, на месте службы в Сухумском кафедральном соборе. Слово Анастасии Никоновой. Звонки и поздравления иерею Виссариону Аплия не прекращаются даже во время интервью. Люди, которые хотят поздравить батюшку с 75-летием, заходят в храм во время и после службы. Сам юбиляр отмечает, ровно в 7 утра начали звучать первые поздравления. Среди них и поздравительный адрес от главы государства Аслана Бжани. Свой день рождения глава Абхазской православной церкви проводит в Сухумском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы, в котором служит 30 лет. Первую литургию батюшка провел здесь в самом начале войны, 16 августа 1992 года. И первую свою службу на абхазском языке я служил 16 августа 1992 году. Здесь, в этом же. Вообще почти никого не было. Я в первый раз на абхазском языке, это было благословение отца Петра, был, пока, говорит, что не торопись на абхазском языке служить, потому что они всегда пытались говорить что-то, что я на грузинском. Они пытались нас учить этому языку насильно. Насильно не бывает так. Агрессия – это не должно присутствовать в православном учении. Это человеколюбие, это любовь к Богу, любовь друг к другу. Мы все братья во Христе. Далее служить в охваченном врагом Сухуми не было возможности. Иерей Виссарион богослужение начал проводить в храмах Гудауты и села Лахны. За 13 месяцев войны было многое, рассказывает священнослужитель. Не раз он лично ездил на фронт поддерживать боевой дух защитников Отечества. Бойцы, конечно, обрадовались. А я, вот, честно говоря, не знал, что делать. Я крест снять, автомат взять не могу. И вот как бы знаю, что Родина в опасности. Я знал их агрессию грузинскую. Я еще с 1 класса это знаком. И вот, честно говоря, не знал, что делать. Но потом первое, что я сделал, это вот с Афона, там дом отдыха было, водопад. И вот там паника, люди отдыхающие не знают, что делать. Я опять поехал в эту гудаутскую вот эту базу, где там взял у них автобус, и на автобусе, значит, этих людей вывозить. А там в Гаграх уже тоже не вывезешь. И через Гудаутский аэродром, через самолет я их всех отправил. И из них 27 человек записались добровольцами. Остаться здесь, в Абхазии, защищать, значит, нашу родину. Вот это первые мои шаги. А потом думаю, как же, пойду я к своим солдатам. И вот я пошел к солдатам. Я и ходил, и к пленным ходил. Ну, как священник должен быть везде. И в темнице, и в больнице. И вот долг священника я пытался выполнять. Потому что я спрашивал у более опытных. Они говорили, что война, да, но это не означает. Почему я пошел к пленным грузинам? Потому что они тоже там в плену. У нас тоже люди. Вот человеколюбие проявленное. Уже после грузино-абхазской войны наша церковь начала возрождаться. Виссарион Аплия вновь возобновил богослужение в Сухумском кафедральном соборе, но то, что он здесь увидел после грузинской агрессии, повергло батюшку в шок.
После войны, вот первый, куда я приехал, это было сюда, в собор. Вот по благословению отца Петра, и они меня избрали как бы своим старшим. Я приехал сюда, здесь, конечно, было удручающе все. Все было перевернуто. Вплоть до такой степени даже удивиться можно тому, как они могли. Если это было бы ихнее, как вот так можно было вот так вот отнестись ко всему тому? Вообще ничего не было. В алтаре вообще ничего не было, ни книг, буквально было все унесено. Ну вот потихонечку началась вот эта вся восстановительная такая процессия. Ну, потом я поехал в Москву, я пошел к отцу Петру, я говорю, как, вот, поезжай, говорит, в Москву. Я поехал в Москву, поехал к святейшему патриарху Алексию. Алексий меня принял и выслушал, и начали помогать. Даже свечи там они отгрузили мне 5 тонн. Ну, так вот, без денег, без ничего. Так вот, потихоньку крестики. Ну, так вот началась вот эта восстановительная ситуация в Абхазской церкви. На этих архивных кадрах первый президент Абхазии Владислав Ардзинба поздравляет православных с тем, что праздник святого апостола Симона Канонита внесен в календарь праздничных дат нашей страны. Это был 1995 год. Я хочу поздравить всех вас, участвующих в этом торжестве, всех граждан Абхазии с большим праздником. Этот праздник существовал и отмечался на протяжении столетий. Но, тем не менее, многие десятилетия он не был включен в календарь Абхазии. Наконец, решением парламента Абхазии День святого апостола Симона Канонита стал одним из праздничных дней Абхазии. Но в особенности я бы хотел поздравить и отметить усилия отца Виссариона, отца Петра по возрождению Абхазской православной церкви. Я надеюсь, что вслед за теми событиями, которые происходят здесь, последует открытие и возрождение работы храмов на всей территории Абхазии. Возрождению абхазских святынь после войны и посвятил свою жизнь Виссарион Аплия. Без его усилий в храмах страны не служили бы на абхазском языке, отмечает настоятель Каманского монастыря игумен Игнатий Киут. Господу было угодно, что именно в этот особенно тяжелый период для жизни нашего народа вы возглавили церковный корабль. Так было угодно Богу, потому что другой человек не смог бы понести именно в это тяжелое время корабль, который ведет нас к вечности. Конечно же, не будем говорить о тех сложностях, о тех трудностях, которые вы пережили, и мы с вами переживали вместе. Наше молодое абхазское духовенство, которое родилось, можно сказать, в муках и скорбях. И, конечно же, то, что вы укрепили, цементировали нашу церковь, пусть этот цемент будет вечным, и фундамент будет вечным. Сердечно вас поздравляем. Поздравил Виссариона Аплия с 75-летием и хор Каманского монастыря «Спев батюшки многое лето», которому подпевали все прихожане храма. Анастасия Никонова, Торник Амичбам, Абаза ТВ. В 90-х годах путешественник, писатель, телеведущий Юрий Сенкевич снял документальный фильм «Православная Абхазия», который был показан в программе «Клуб путешественников» по российскому телевидению. В фильм вошло интервью с главой Абхазской церкви, на тот момент настоятелем храма апостола Симона Канонита отцом Виссарионом. В первом веке нашей эры сюда пришли апостолы Андрей Первозванный и канонит Симон. Вот храм сей, могила его здесь
апостола, канонита Симона. Это где Христос показал свое божественное происхождение впервые на свадьбе в Кане Галилейском. Когда, помните, кончилось вино на свадьбе, значит, вода превращается в... Это он показывает свое божественное происхождение впервые на свадьбе в Кане Галилейском. Да. И он здесь, этот апостол. Ах так. Ну, поэтому вот и он стал таким почитаемым, известным во всем православном мире. Так. И сей апостол пришел в страну Абхазскую и проповедовал здесь благую весть. И абхазцы уверовали, и в этом месте воздвигнули храм в честь имени апостола Симона Канонита. Это сей храм. То есть это было еще до того, как Русь стала христианской. По фактам историческим получается так. Интересно. А ведь и Андрей Первозванный здесь? Обязательно вместе с апостолом Симоном Канонитом они проповедовали, значит, Канонит Симон здесь, а Андрей Первозванный в Пицундах проповедовал абхазцам, и абхазцы уверовали, потому что они были язычники все. Но сие то учение необходимо каждому. Пускай просвещается и освящается всякий человек. Об эпидемиологической ситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 14 февраля тестирование на коронавирусную инфекцию проведено 581 человека. Диагноз подтвержден у 327 из них. В Гудаутской ЦРБ за 2 дня скончались женщины 56 лет и мужчины 91 года и 82 лет. Общее число выявленных заболевших составляет 49 135 человек. Зарегистрировано 620 летальных случаев, выздоровели 40 422 человека. К другим темам. В результате рассмотрения представленных документов кандидатов решением Центральной избирательной комиссии от 14 февраля зарегистрировано 26 кандидатов в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия. Военнослужащие артиллерийских подразделений военной базы Южного военного округа в Абхазии выполнили упражнения боевых стрельб на полигоне Цабал. В рамках тактических учений артиллеристы выполнили стрельбы, уничтожив в горах специальные мишени, имитирующие бронетехнику условного противника. Для уничтожения цели был задействован артиллерийский дивизион модернизированных самоходных артиллерийских гаубиц «Акация». Расчеты выполнили огневые задачи с открытых позиций, уничтожив противника. Военнослужащие отработали задачи на танкоопасных рубежах и направлениях в горах, уничтожив командно-наблюдательный пункт и бронетехнику условного противника на удалении до 15 тысяч метров. Также артиллеристы отработали противоогневые маневры и тактические приемы контрбатарейной борьбы, выполнив мероприятия по оборудованию огневых позиций. Всего в учении приняли участие более 1500 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники. Госдума во время пленарного заседания проголосовала за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик, сообщает РИА Новости. Вопрос обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и «Единой России». Второй предполагал консультацию с МИД, в то время как вариант коммунистов сразу направлялся президенту. За инициативу коммунистов проголосовал 351 депутат. Против выступили 16 человек, а 1 воздержался. За проект ЕР 310 депутатов. Таким образом, выбрали первый вариант. Как уточнил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направят главе государства незамедлительно. После длительного перерыва возобновились заседания суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в ноябре 2019 года. Перерыв был связан с чередой заболеваний коронавирусом участников суда. В ходе очередного заседания суд заслушал показания одного из потерпевших, Руслана Дбара, арендатора ресторана «Сан-Ремо», а также 8 свидетелей. Среди них 2 представителей Государственной службы охраны, где работали братья Ахалая, хирург республиканской больницы, проводивший операции Доминики Акертава, а также 4 соседки Беслана Бганба, приходившие в день убийства поздравить его супругу с днем рождения, и жена подсудимого Дато Ахалая. Она показала, что во время убийства муж был дома с ней и ребенком. Подробности в ближайших выпусках новостей.
Энергетики отчитались о работе за 2021 год. Начальник управления сбыта электроэнергии Черноморэнерго Алхаз Чанба на пресс-конференции в «Спутник Абхазии» рассказал о том, сколько средств за потребленную электроэнергию удалось собрать в 2021 году, какие проблемы существуют в борьбе с майнерами и как обстоят дела по установке новых приборов учета. В начале пресс-конференции Алхаз Чанба привел основную статистику. Так, по сравнению с 2020 годом наблюдается прирост потребления электроэнергии в стране. В 2021 году было потрачено более 400 миллионов киловатт-часов в сутки. Потери Черноморэнерго составляют порядка 500 миллионов рублей. За 2021 год показатели по сборам, если брать денежные выражения, составили 396 миллионов 340 тысяч рублей. В процентном выражении у нас получается 41,7%. Если брать сравнительные показатели за предыдущие годы, это ближайшие 2 года, если назад отойти, это 19-20 год, начать, наверное, можно будет с 2019 года. В 2019 году показатель составлял 53,4%, в 2020 году показатель составлял 43%. Денежного выражения, соответственно, 2019 год это 366 миллионов 963 тысячи рублей, в 2020 году это 322 миллиона 114 тысяч рублей, соответственно. Ну, 2021 год я озвучил, это 396 миллионов 340 тысяч. Ну, следует отметить, да, здесь налицо снижение показателей по сборам, но мы при этом видим, что в денежном выражении суммы они в 2021 году имеют положительный прирост, но в процентном соотношении мы видим проседание. Это в большей части обусловлено, к сожалению, той частью неучтенной электроэнергии, к сожалению, прирост которой мы наблюдаем ежегодно. Здесь на предыдущей пресс-конференции технический состав Черноморэнерго озвучивал о том, что по сравнению даже с 2020 годом у нас прирост получился более 400 миллионов киловатт-часов в сутки. К сожалению, вот этот объем электроэнергии, он как раз львиная его доля является неучтенной электроэнергией, которая временем ложится вот в эту статистику. То есть все эти неоплаченные киловатты, они ложатся на население, так скажем. Поэтому и, соответственно, процент у нас понижается, потому что общее начисление делается следующим образом, так как мы, к сожалению, на сегодняшний день в силу своих технических возможностей, да, и отсутствия такой полноценной системы учета не можем отделить от общего начисления вот ту долю неучтенной электроэнергии. Вот с такой проблемой мы сталкиваемся. Ну, это основная проблема проседания на вот этих процентных показателей на сегодняшний день. Печальные вести из мира абхазского спорта. На 88-м году ушел из жизни заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазской АСР, заслуженный учитель ГССР, заслуженный тренер, почетный мастер спорта Абхазии по классической борьбе, кавалер ордена Акзябша 3-й степени Валентин Семенович Барциц. Государственный комитет по делам молодежи и спорту приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Семеновича в связи с тяжелой утратой. Светлая память о Валентине Семеновиче Барциц навсегда сохранится в сердцах каждого, кто его знал, говорится в сообщении Госкомитета. Внимания, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с переключением старого стального напорного водовода на полиэтиленовую трубу в среду 16 февраля с 0 до 24 часов будет прекращена подача питьевой воды в районах города Сухум. Новый район, Старый поселок, улица Эшба, улица Адыгейская, ВМ, центр города. Лучшее кино на Абаза ТВ. Астрономы открывают новую комету и рассчитав предстоящих выборов. Фильм «Не смотрите наверх» смотрите в эфире нашего телеканала в среду 16 февраля. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду, 16 февраля, в Абхазии переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов. Днем от 7 до 12. Температура морской воды 8 градусов.
На этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи.